Напряженная ситуация в Сунжинской районной больнице. Каждый день число прибывающих с подтвержденным диагнозом растет. На сегодняшний день на лечении находится 42 человека. Дана Плиева о ситуации. Хотелось бы обратиться к населению республики. Мы забыли про масочный режим, мы забыли про ограничения посещения массовых мероприятий. Мы забыли про то, что не ходить в гости, не навещать больных в инфекционном отделении. Про все ограничительные мероприятия мы забыли. И взамен получаем большое количество пациентов с ковидом. Вирус мутирует и вновь набирает обороты. За вчерашние сутки в инфекционное отделение Сунжинской больницы поступило 10 человек. На лечении 42 пациента, большинство с тяжелой формой заболевания. Видеоматериал из красной зоны нам предоставили врачи. Вход туда посторонним строго запрещен. Большое количество поступающих, при этом намного меньше процент выбывающих из нашего стационара. Очень много тяжелых пациентов. В настоящее время 9 человек находится в реанимации в Сунжинской центральной районной больнице. Из них 6 человек находятся на неинвазивной вентиляции легких. Достаточно серьезная ситуация. У нас 14 беременных женщин. Из них 11 человек подтвержденные с диагнозом COVID-19. Беременные женщины болеют достаточно тяжело. В данном случае есть риск не только для одной жизни, а для двух, в том числе для плода женщины. Он может родиться, но он может родиться с какими-то отклонениями физическими. Если появились симптомы ковида, тут же обращайтесь к участковому врачу. Лечиться дома – идея не из лучших. Так вирус может перетечь из легкой формы в тяжелую, говорят медики. Агрессивнее течет заболевание. Пациенты поступают в достаточно тяжелом состоянии и поступают поздно. Лечится дома самостоятельно или по назначению врача. Но чаще всего это самостоятельно. И если назначение врача какое-то и было, то это было по телефону, сосед посоветовал, там кто-то лечился из родственников. И мы получаем пациентов практически нелеченных на 10-е сутки заболевания или леченных неправильно. Коронавирус помолодел. В первую волну он чаще заражал людей старше 60 лет. Сейчас же в инфекционное отделение поступают и пациенты не старше 40. Каждый переносит вирус по-своему, и предсказать течение болезни очень трудно. Человек с хроническими заболеваниями переносит ковид в более тяжелой форме. Это и болезни сердца, легких, сахарный диабет и ожирение. После лечения у них чаще, чем у других пациентов, наблюдается и постковидный синдром. У них проявление постковидного синдрома более выражено. То есть там возможно развитие каких-то бактериальных инфекций на фоне угнетения иммунной системы. Там возможно какие-то тромбозы, если они не выполняют рекомендации. Каждому пациенту, который от нас выписывается, дается огромный перечень рекомендаций, которые нужно выполнять в домашних, уже в амбулаторных условиях. Есть пациенты, которые немножко халатно относятся к своему здоровью и кладут благополучно нашу выписку на шкаф, в дальний ящик и не выполняют то, что им рекомендуют. Поэтому такие пациенты, конечно, особенно хроники, повторно попадают в другие стационары уже с обострением своих хронических заболеваний. Кашель, насморк, потеря обоняния, высокая температура. Симптомы вируса самые разные. В инфекционном отделении немало тех, кто заразился повторно. Антитела сохраняются всего на полгода. Выработать их снова поможет вакцинация. Вот и Адам Аушев тоже решил сделать прививку. Ковидом он переболел, но решил прислушаться к совету медиков. Все-таки государство хочет сохранить своих жителей здоровыми, и что вакцина нам только на пользу. Снизить количество заразившихся помогут простые меры профилактики, о которых медики не устают повторять. Но соблюдают ли их наши жители? Вопрос актуальный еще с начала пандемии. Дана Плиева, Акрам Дасхоев, Новости 24.